24 часа в сутки на боевом дежурстве. При любом ЧП эта винтокрылая машина будет готова вылететь в любой уголок Коми. Ограничение лишь одно – это погодные условия. Видимость, которая меняется от времени года и суток, и сама температура – до минус 50 градусов зимой и до плюс 40 летом. Ранее в республике уже был на дежурстве один борт. Вертолет базировался в Печоре, и вот теперь подобный, но куда более оснащенный, появился и в Ухте. Выбор был сделан не случайно, ведь это практически географический центр республики, а значит и скорость реагирования отныне будет выше. Однозначно показания при инфаркте миокарда, при остром нарушении мозгового кровообращения, при сочетанной травме, ДТП, осложнении беременности – это прежде всего то, что мы вылетаем. Инспектор по безопасности полетов Александр Загорский уверяет, весь экипаж квалифицированный, готов к самым нестандартным ситуациям. Учитывая диаметр винта 21 метр, минимальная площадка, на которую может приземлиться вертолет, 25 метров. Это, конечно, днем. В темное время суток требуется больше места и освещения. Однако, даже если условий для посадки нет, это не страшно. Ми-8 способен просто зависнуть в воздухе. Практика такая есть, она, к счастью, нечастая, но крайне запоминающаяся. Года 2 назад вот человека спасли, они из Перми по Уральским горам спускались на снегоходах, потерялись и летали с МЧС, нашли буквально человека, вот над ним пролетели, он вылез из-под елки, и вертолет завис, на лебедке спустили спасатели, они его эвакуировали также на лебедке, и человеку спасли жизнь. Средняя скорость Ми-8 – 180-200 км в час. На воздушном судне установлено 2 дополнительных топливных бака, что продлевает его работу до 5,5 часов. Специалисты отмечают, важно, что они расположены не внутри вертолета, а на фюзеляже. Таким образом, на борт можно принять максимальное количество пассажиров – до 6 пациентов. При этом само количество топлива позволяет выполнять перелеты на расстоянии до 1000 километров. То есть одной заправки хватит на то, чтобы преодолеть территорию практически всей республики. Все те действия, которые направлены на жизнеобеспечение, то есть это перевод пациента на искусственную вентиляцию легких, седация, введение медикаментозной комы, это протезирование низкого давления с помощью специальных дозаторов, шприцов, насосов, перфузоров и так далее, и так далее. То есть это все возможно, и теперь мы это будем делать в более доступной форме. Спасение пациента начинается уже в воздухе. Внутри вертолета условия максимально приближены к палате интенсивной терапии. Подобные выездные есть в реанимационных автомобилях класса С. Теперь они доступны и в небе над республикой. У фельдшера Артура Пунигова за спиной 13 лет медицинского стажа. Из них 10 он отработал в скорой помощи. Признается, за всю свою практику ему лишь раз довелось возвращать человека к жизни в условиях полета. На земле, в автомобиле скорой помощи, в каких-то помещениях сердечно-легочная реанимация была у меня очень часто, но всего лишь один раз я выполнял со своим руководителем, с Михаилом Васильевичем, сердечно-легочную реанимацию в небе. Это было в самолете Л-410. Естественно, это было экстремально, это было эмоционально. Про новенький Ми-8 специалисты говорят с воодушевлением. Медицинский модуль, установленный на борту, позволяет выполнять во время полета чуть ли не все виды операций. Впрочем, это заслуга не только медицинских аппаратов, но и авиадевайсов. Ведь у пассажиров на этой винтокрылой машине ощущение полета, как в самолете. Стоит не очень заметный, но, на мой взгляд, очень важный прибор – это виброгаситель, который позволяет вертолету в полете избавиться от тряски, которые, говорят, на вертолете всегда есть. И иногда врачи жалуются, что вот трясет вертолет, невозможно там попасть в капельницу. В постоянном дежурстве не только Ми-8, но и бригада высококвалифицированных специалистов – реаниматолога, анестезиолога и фельдшера. К ним в любой момент может присоединиться бригада врача скорой помощи. Все вместе они стараются оказать максимально качественную медицинскую помощь во время перелета, после чего на земле передают пациента лучшим специалистам республики. Любовь Лапина, Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.